Благодарим вас, Николай, что вы в очередной раз нашли время с нами выйти на связь, ответить на несколько наших вопросов. Открытие, первый рейс в аэропорт, который прибыл из Москвы, он наделал шумихи всюду, в соцсетях. Многие, конечно, у нас рады этому событию, его приветствуют. Это то, что ждали люди, и, в принципе, мне кажется, облегчит жизнь очень многим. И это классное событие для нас, историческое. Но, конечно, в Тбилиси пытаются свою ложку дегтя обязательно в эту бочку меда привнести и говорят о том, что якобы все это, ну, мы понимаем, как вам кажется вообще, стоит ли на это обращать внимание, могут ли они действительно как-то повлиять на то, чтобы рейсы перестали летать и не было этого? Ну, скажем так, я думаю, что повлиять они впрямую на это вряд ли могут, поскольку речь в данном случае не идет о зарубежных компаниях, но я бы вообще обратил внимание на то, что речь не идет и о базовых российских компаниях. Знакомые как бы названия мы там совершенно не встречаем. И в данном случае, ну, другого выбора у властей в Тбилиси нет, кроме как критиковать, говорить о том, что они повлияют, о том, что они смогут прекратить это авиасообщение. То есть им это предположено их ролью. То есть в данном случае никакой другой реакции от них ожидать было нельзя. Другое дело, что, наверное, нельзя испытывать чрезмерной эйфории от самого факта открытия аэропорта, потому что здесь ключевой момент с тем, насколько будет он загружен, насколько крупные по-настоящему российские авиакомпании в него зайдут, насколько как бы эффективна будет логистика от аэропорта и во всех остальных регионах Абхазии. Здесь еще много вопросов, над которыми надо работать. Но то, что в этом Грузия не поможет, но и не помешает, я более чем уверен. Ну, кстати, по поводу других каких-то авиаперевозчиков, известных там российских фирм, как вам кажется, в этом смысле нет ли причины в том, что они не заходят сюда, в том, что потом они могут подвергнуться каким-то санкциям на вылеты в другие страны по международным направлениям? Не в этом ли причина? Или все-таки это вопрос какой-то экономической целесообразности? Я думаю, что здесь оба фактора присутствуют. Естественно, речь идет и об экономической целесообразности, потому что нужно, чтобы маршрут был востребован, чтобы были люди, которые готовы платить определенные цены за билеты, чтобы существовала и развивалась система бронирования, они были вписаны в нее. То есть этот фактор, безусловно, присутствует. С другой стороны, давайте вспомним, как с точки зрения авиасообщения осваивался Крым после того, как он вошел в состав Российской Федерации. Туда ведь на первых порах летал отнюдь не Аэрофлот и не другие крупные перевозчики, летали как бы такие же малые фирмы, и та же самая ситуация была с мобильной связью. Вот только сейчас мы читаем отзывы и видим, что приехал человек с мегафоном и тут же переключился на местного оператора, но никакого роуминга, ничего нет. Но к этому пришли уже 10 лет практически спустя. То есть странно было бы ожидать, что сходу как бы на вот таком сложном с точки зрения именно внешнего антуража маршруте появились крупные игроки, сразу там по 20, 50, 100 самолетов начало приземляться каждый день. То есть об этом вряд ли сейчас может идти речь. То есть здесь факторы работают, но важно, что начало положено, то есть тут первый шаг, он несомненно самый трудный. А дальше еще много работы предстоит и с тем, как будет выдерживать нагрузки сама инфраструктура аэропорта, и с тем, как будет он востребован у российских пользователей. Ну, мы как бы заведомо предполагаем, что да, будет востребован, но здесь для бизнеса как бы вот это заведомое предположение, это не аргумент. То есть нужна статистика финансовая там по первым там 6, 7, там, 10 месяцам, году эксплуатации.
и только после этого будет все понятно. Потому что одно дело там курортный сезон, а другое дело это мертвый сезон, это отдельная проблема, и как бы она тоже будет здесь работать. Поэтому еще предстоит понять, насколько быстро это заработает и с коммерческой эффективностью, и с логистическими всеми трендами, которые сейчас существуют. Ну, я видела много комментариев от российских пользователей, людей, которые хотели бы сюда прилететь, скажем так, напрямую, игнорируя границу, все эти какие-то, может быть, сложные летом переходы. И их больше всего, кстати, беспокоит то, что, во-первых, не из всех российских городов пока сюда можно прилететь, а во-вторых, цены. Но тут есть ли надежда на то, что, как вам кажется, цены стабилизируются, да, что будут чуть меньше, будет чуть дешевле прилететь в Сухум? Ну, здесь я не экономист, тем более в области транспортной логистики, но с точки зрения как бы общего представления об этих процессах совершенно очевидно одно, что цены снижаются тогда, когда есть конкуренция между авиаперевозчиками, либо когда, как в случае, допустим, с Камчаткой или другими отдаленными регионами России, отдельные виды тарифов датируются со стороны государства. То есть понятно, что датировать тарифы на перелет в Абхазию никто не будет. Это, скажем так, ну ни с какой точки зрения, ни с политической, ни социальной, ни с экономической не работает. А вот что касается конкуренции перевозчиков, тут тоже нужно иметь в виду одно обстоятельство. До той поры, пока присутствует, пусть и несколько, но малых перевозчиков, ну, серьезная конкуренция между ними невозможна. По той простой причине, что они просто не имеют такой подушки для амортизации, чтобы снижать цены и пытаться этим что-то выиграть. То есть есть как бы такой предел их возможностей. А когда это будет действительно подтвержденный с точки зрения экономической эффективности, загруженности, скажем так, логистической отточенности маршрут, или там несколько маршрутов, или много маршрутов из Российской Федерации, когда будет ясно, что это не несет за собой существенных издержек, там, скажем, на других направлениях, тогда, возможно, будут заходить крупные авиаперевозчики, и тогда мы будем говорить, что вот есть там базовый авиаперевозчик, вот есть лоукостеры, которые там возят по сниженным тарифам, там ограничивая там в багаже или там ограничивая в каких-то условиях обслуживания на борту или там по сдаче билетов. То есть сейчас вот эти все привычные для внутрироссийских, да не только для внутрироссийских и для мировых авиаперевозок вещи здесь работать точно не будут. То есть ожидать, что они там через 2 месяца заработают или там через полгода, ну маловероятно. То есть здесь нужно 2-3 года стабильной эксплуатации для того, чтобы все эти вещи начали постепенно внедряться и начали постепенно работать. То есть вот здесь каких-то радужных ожиданий сходу именно в этом направлении, ну, я думаю, не стоит делать. Да. По поводу радужных ожиданий, я думаю, что, конечно, людям хочется мечтать всегда о большем. И, конечно, я думаю, что, возможно, не все понимают какие-то существующие реалии, но, как вам кажется, вот что можно сказать тем, которые мечтают, например, улететь из Сухума в какие-то другие страны, не российские, по крайней мере, те, которые признали независимость Абхазии? Вот тут что можно прогнозировать? Ну, давайте посмотрим на вещи реалистично. Ну, скажем так, мало того, что стран этих немного, так эти страны еще и находятся на значительном удалении от Абхазии. То есть представить себе там прямой там рейс из Сухума в Венесуэлу на сегодняшний день это из разряда фантастики. То есть у нас не найдется для стабильных авиаперелетов такого количества людей, которые захотят из Сухума туда лететь. Туда из Москвы-то не каждый день летают рейсы, если не сказать, что и реже. А как бы из Сухума это еще маловероятнее. Поэтому, если иметь в виду как транспортное плечо, то есть понятно, что мы там тоже из Ростова, например, даже когда аэропорт работал, не могли напрямую улететь во Владивосток, ну не было таких рейсов. Но с другой стороны, можно было долететь до Москвы, пересесть и так далее.
То есть, если в этом смысле, что логистика упрощается, то да, безусловно. А если в смысле того, что все флаги в гости к нам, ну это тоже перспектива очень отдаленная. Да и прямо сказать, ну, не очень видимая, как и эффективная. То есть здесь, скорее всего, как бы, ну, разве что кроме каких-то таких выставочных рейсов, ну, предположить что-то иное на сегодняшний день маловероятно. Ну, если только там не начнут, скажем, признавать Абхазию страны СНГ там массово, и не начнутся перелеты там, например, в Казахстан или в Белоруссию, но это даже применительно к Белоруссии выглядит как достаточно отдаленная перспектива. Но все-таки возможно. Сухум-Минск мы еще можем представить, или Сухум-Стамбул, как вы считаете? Да ничего невозможного на самом деле нет, просто все работает здесь не по законам, скажем так, политического жанра или не по законам наших желаний. Мировая логистика штука очень прагматичная, как бы, и ну, очень сложно представить себе, что, ну, если только не случится чего-то со Стамбулом, что мы тут будем иметь в Северном Причерноморье какой-то такой мощнейший хаб тоже, еще один. То есть он просто без надобности. Другое дело, что специализацию аэропортов, в том числе и как аэропортов, которые обеспечивают транзитную там, дозаправку самолетов или еще что-то, никто не отменял. То есть здесь тоже можно найти свою нишу и найти свои авиакомпании, которые будут этими услугами пользоваться. Но здесь надо учитывать три обстоятельства. Обстоятельство первое. Мы, конечно, любим наш аэропорт, точно так же, как и нашу страну, но мы понимаем, что на сегодняшний день он объективно имеет ограниченные возможности. То есть для того, чтобы превращаться в хаб, того, что есть, явно недостаточно. Второй момент, даже если мы предположим, что кто-то захочет сюда инвестировать, и такое вполне возможно, есть чисто технические, природные условия, которые, ну, скажем так, ограничивают возможности для расширения. Это ж не в чистом поле все стоит, поэтому тут тоже этот момент надо учитывать. Есть третий момент, как бы все связано с поступательным развитием нашей государственности. То есть вот будем мы экономически привлекательны, будем мы продвигаться по линии продвижения международного, будем мы иметь не только Российскую Федерацию в качестве стратегического партнера, но будем иметь и иных партнеров, которые в нас заинтересованы. Конечно, все будет расширяться, функционировать успешно, и мы будем как бы радоваться, что у нас новые направления, новые рейсы, новые потоки пассажиров и так далее. То есть все это само по себе как бы без вот комплекса этих факторов работать не будет. У нас все в наших руках. Будем добиваться результатов интегрального, будут результаты в конкретной области. Я думаю, это очень исчерпывающий ответ. Большое спасибо, Николай, за ваше время.